Конец июня – пик купального сезона. В это время дети и нередко сами взрослые устраивают импровизированные пляжи, купаясь на местах, не предназначенных для этого. Многие не понимают, чем может быть чревато такое увлечение. По словам МЧСников, несчастные случаи практически всегда происходят именно в таких местах. В большинстве случаев погибают из-за нарушения правил безопасности людей на водных объектах. Дети, они маленькие, они еще совсем понимают то, что нельзя. Мы им объясняем, доводим до них, что здесь запрещено купаться и о мерах безопасности купания на водных объектах. В республике всего 3 места массового отдыха, предназначенных для купания. Это мужской и женский пляжи на Грозненском море. К слову, последний начнет функционировать уже в ближайшие дни. А также купальная зона в станице Асиновская. У остальных водных объектов региона отдыхать крайне небезопасно, говорят в МЧС. Чтобы избежать возможных жертв, администрации муниципалитета необходимо проводить ряд мер. Сами же спасатели периодически занимаются профилактическими беседами. Администрация муниципального района должны проводить работу по оповещению населения через средства массовой информации, газеты, интернет-сайты и через духовенство о запрещающих местах купания, где угрожает жизни и здоровью людей. Это у нас делается, но зачастую не во всех районах это соблюдается, в муниципальных районах. Чтобы пляж был пригоден для купания, необходимо присутствие следующих критериев: наличие спасателей, оградительных буйков, смотровой вышки, лодок и кругов. Также крайне важно, чтобы глубина водоема имела плавный переход. А если несчастный случай уже произошел с вашими родными и близкими, или вы просто оказались очевидцами происшествия, то необходимо уметь оказывать первую помощь. Прежде всего нужно определить вид утопления, говорят в медицине катастроф. Посмотреть на цвет кожи, бледность кожных покровов или синюшные кожные покровы. Они синими становятся из-за того, что в кровь попадает вода. Поэтому необходимо максимально постараться вывести воду из желудка и легких и дальше провести искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца, если идет остановка сердца. Но надо знать обязательно, дыхание может не быть, а пульс может быть. Значит, в этом случае массаж делать нельзя, только искусственное дыхание. Даже наличие запрещающих аншлагов и остальных предупредительных знаков у водоемов, непригодных для купания, многих людей не останавливает. Зачастую, игнорируя их, отдыхающие становятся виновниками необратимых ситуаций. Розана Самаева, Хава Жамунаев, Зелим Закаев. Новости.